Но на Северном Кавказе существуют годами, десятилетиями конфликты, которые тлеют, и в этих конфликтах русское население не участвует. Например, осетино-ингушский конфликт. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили мои коллеги об этой непростой ситуации. У меня тут дом по Длиннодолинской 24. Вот они хотят снять его. Вы как к этому относитесь? Отрицательно. Очень это. Ну, вот сразу видно, что отрицательно. Не, ну, Зарплату за что? за что платят? Ладно. Не, ну, слушай. Правозащитника Руслана Парчиева не пустили в бывшее ингушское село близ Владикавказа. Это зона вроде бы потухшего осетино-ингушского конфликта, бушевавшего в начале 90-х. Тогда погибло около 1500 человек, и еще десятки тысяч стали беженцами. Бои в прошлом, но ингуши считают, что у них отняли родную землю. Парчиев помогает людям возвращать и землю, и дома. Вот эти два села, которые находятся за вот этим шлагбаумом, объявились водозаборной зоной. И туда не пускают. Ну, не пускают, как вы сами могли убедиться, вот именно тех, кто там проживал, а именно жителей ингушей. Ингуши были большинством населения этого района Северной Осетии. Сейчас больше осетин. Сам конфликт уже давно не на улицах, а в судах. Людям предлагают компенсацию за потерянное жилье при условии, что они не будут возвращаться. Но беженцы хотят и деньги получить, и землю вернуть. Мечта, ну, человек, видно, уже не рассчитывает долго прожить, чтобы здесь скончаться. Ну вот, как получится, не знаем. Здесь уже давно не стреляют друг в друга. В селе Карца ингуши вновь живут рядом с осетинами. Но и для одних, и для других ничто не забыто и никто не забыт. У меня убили двоюродного брата. Он вот отсюда именно. Он выехал на моей машине, доехал до Октябрьского. Там его остановили и убили. Правозащитник повез нас на небольшое кладбище, где похоронены погибшие в столкновениях ингуши. Оно как символ пропасти между двумя народами, которая никуда не делась. Каждый дом здесь имеет свою военную историю, и каждый может рассказать о своей личной войне. Я на кладбище боюсь идти, кладбище. Понял? Вот когда наш Пасха бывает, тогда милиция приезжает, там милиция стоит. Человек 8 охраняет тебе, чтобы тебя не убили там. И те, кто боятся возвращаться, и те, кому просто некуда возвращаться, уже 2 десятилетия ютятся в лагере для беженцев в Ингушетии. Туча небо кроет. Давай. Туча небо кроет, солнце не блестит, ветер в поле воет. Давай. Дождик моросит. Раньше их жалели как жертв конфликта. Теперь они кажутся неудачниками, не сумевшими обустроиться в этой жизни. И снова их выгоняют уже из этих трущоб. Реальность в том, что люди могут стать беженцами дважды. Они объявили голодовку. Руслан Парчиев, кажется, их единственный союзник. Когда мы выселялись, да, вот участок отца в отцовском доме, 14 душ детей, как бы, да, вот нас было. Я по счету 10-й ребенок в семье, как бы. Все обратно в один двор вернуться не могут. Нам показывают бывшую зону конфликта, не опасаясь неприятностей. Такое невозможно представить себе ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, ни в Карабахе. Но все-таки конфликт не урегулирован. Кого-то не пускают, чей-то дом занят другими людьми, а многим просто уже не хочется возвращаться. Для Руслана Парчиева Владикавказ – родной город, но себя он в нем уже не видит. Я, конечно, сюда приезжаю, в мечети бываю, мне нравится здесь бывать, у меня тут друзья, я здесь, значит, общаюсь, но все равно вот это вот присутствует. Порвано, а потом соединено вновь, но уже, безусловно, качество не то. Конфликт не решен, пока есть целый народ, считающий себя побежденным. В ближайшей перспективе все останется как сейчас. Зарастающие руины и разделенные села. Но, как это всегда и было на Кавказе, при жизни следующих поколений война может повториться вновь. Вот мы посмотрели сюжет ситуации на границе Ингушетии и Северной Осетии. Конечно, здесь представлена точка зрения ингушей. Если бы мы послушали осетинскую сторону, то там были бы свои какие-то жесткие выводы, свои какие-то аргументы. Но вот эта история социально-экономическая или межнациональная? Нет, это история политическая. К большому сожалению, новая Россия идет по тому же абсолютно самому пути, как шел Советский Союз перед своей
своим распадом. То есть каждый народ надевает сначала шапочку какую-то особую на себя, начинает слушать музыку. Сейчас в телефонах у каждого своя национальная музыка. Только у русских не звучит калинка почему-то и подмосковные вечера. Мы Стас Михайлов вне заменяет этой калинку, ситуации находимся. А потом культурная составляющая, мы эту грань не поняли даже на Советском Союзе, когда культурная составляющая переходит в политическую плоскость. У нас уже есть страны внутри Российской Федерации, Татарстан, Башкортостан, они открыто объявили себя государствами. Возникает интересный вопрос, а если бы Татарстан на краю находился России, вот небольшой России, а вот сегодняшней России, он бы повел себя так же, как некоторые кавказские республики, Но стремясь к слава отделению, богу, что он или не на нет? краю, поэтому гипотетически, может быть, и не стоит обсуждать Так мы не поведение решили для татарских себя элит. этот вопрос. Но давайте вернемся к этой истории, вот осетино-ингушскому Просто конфликту. осетины со времен царской империи всегда были пятой колонной российского империализма на Кавказе. Но мне кажется, что осетины бы, если бы присутствовали в этом зале, обиделись бы на вас. Они Ничего себя, бы не обиделись. во-первых, пятой колонной не считают, и у них нет таких глобальных замыслов, какие вы им приписываете. Максим, вы Есть, хотели есть у что-то них сказать? эти замыслы. Осетины себя называют опорой России на Кавказе, и это очень любят в Осетии повторять. Что касается осетино-ингушского конфликта, это был, конечно, политически манипулированный конфликт. Он возник в ситуации распада, когда страна разрушалась. Но уже 23 года Я напомню, прошло. что там было 3 этапа. Первый этап – это беспорядки в Грузии, когда огромная масса осетинских беженцев хлынула из Грузии в Северную Осетию, создав критическую массу. Им негде было жить. О них никто не заботился. И их организовывали в криминальные группы. По той причине, что просто государство исчезло. Но мы Чечню отстроили. Если так Сейчас я вам быстро решить этот расскажу. конфликт. Второй момент. Не бывает никаких национальных конфликтов. Второй момент. Вообще не бывает. Это разделение Чечено-Ингушской АССР, когда ингушей бросили без административных границ, без системы управления, без бюджета финансирования, без всего. Просто Москва договорилась с Дудаевым, Дудаев договорился, с Аушевым. Вот назначили Аушева президентом фактически и сказали, живите здесь ингуши. Но Владимир Томс с границы вами не справа согласен. непонятно, границы слева непонятно. Я объясняю, в чем была причина. И вот эта вот масса беженцев, кударцев или чесанцев, южан в Северной Осетии, вот ингуши, потому что ингуши сказали, наша граница проходит посреди Владикавказа. Начались боестолкновения, в ходе которых ингуши потерпели поражение. Но в начале конфликта, могу сказать, что инициативны были обе стороны. Потом в это дело включились беженцы из Южной Осетии, вооруженные группировки. Да. И началась резня. Как всегда, виноват тот, кто проиграл. Но почему этот Понимаете? вопрос до сих пор этот Вот вопрос это- не решен, если Но это на самом правильно деле власть это была уходит Москва. деньгами. Потому что российская армия тогда была брошена. В частности, было принято решение поддерживать осетин в том конфликте. И российские, вы там были, Павел, я же знаю. И вы это прекрасно помните. Как российские подразделения, они заняли антиингушскую Да, но это же позицию в было этой 20 ситуации. лет назад. И за 20 лет можно было А уже почему этот они- конфликт